Программа «Сорян» продолжается. Время столичное у нас сейчас уже сколько? Ну, 7:48. Да. И как мы уже говорили, будем говорить о красотах нашей республики, которая прекрасна, да? Вот настолько потрясающая порой, да? И причем в любое время года, Ну, это точно. что хочется добавить. Но особенно легко оценить всю эту красоту сейчас, летом, учитывая небольшие напряженки с передвижениями по миру из-за всем известных причин. Это, пожалуй, единственный вид отдыха, который можно смело планировать, не боясь того, что наш отпуск не состоится. Да, какие красоты родного края просто необходимо увидеть, куда на природу можно отправиться с детьми и что с собой взять, а что лучше оставить дома, расскажет наш гость. Сегодня в студии Артем Балихин, организатор путешествий. Ну и достаточно, в принципе. Мне кажется, думаю, это тут уже сразу понятно. все о нем уже говорит. Доброе утро. Артем, доброе утро. Слушайте, ну, как было сказано, Артем, что стоит брать, что не стоит брать? Вот как бы человеку, который любит активный отдых, или вообще, нет, давайте начнем по-другому. Отдых, путешествия, они бывают какие? Они бывают замороченные и незамороченные. Хороший отдых только тогда, когда вы берете с собой только легкое ощущение, не берете ничего лишнего, и все начинается в дороге. Поэтому это мой принцип путешествия. Сесть, неважно, в автобус, в машину с легким настроением, а все остальное решится уже в пути. Но это когда уже есть опыт и есть знания. Либо когда есть те, кто с Да. тобой всем этим поделится. Да, да. А если нет ни опыта, ни знаний, а есть только великое желание, то вот здесь, я думаю, можно что-нибудь подсказать сейчас. Да, здесь нужно уже поработать над этим, чтобы поход был достаточно комфортный. Так, смотрите, мы говорили про те классные места в Башкортостане, которые стоит увидеть, и это легко сделать. Давайте вот сейчас нашим телезрителям расскажем, какие местечки все-таки стоит посетить. Я продолжу вступление с Явушем про закрытые за границы. Знали бы вы, сколько у нас за границ в Башкирии. Ну, есть такая, продолжаем тему легкости, да, шуточка. Выезжаешь из Уфы, Уфимский район, Крамскалинский район, Архангельский район, Белорецкий район. Это, представляете, пока добираешься до одного из достопримечательных мест, например, Аскинская ледяная пещера, это по пути можно, если вы едете с семьей, ну, в легкую хохму. В Турцию не получилось, например. Поэтому в Уфимский район за границу отметили Стелла раз, Крамскалинский два. Ну, и вот эти вот интересные моменты, они начинаются иногда, да, на пустом месте. Поэтому, казалось бы, ну, что интересного, просто в дороге едешь, везде лесостепь, а здесь на тебе аплодисментами там встречаешь каждую за границу, тоскуешь по Турции, но влюбляешься больше в Башкирию. Ну, из достопримечательных мест, коль мы договорились рассказывать о тех местах, которые должны быть доступны. Вот, например, вам в гримерке говорили, что давно или вообще никуда не выезжали. Поэтому вам, как новичкам, конечно же, почитав в интернете, узнав где-то что-то из новостных лент о самом популярном, вы можете столкнуться с тем, что это популярно вам может быть не по зубам просто-напросто. Не пройдет машина, хотя место известное. Приедете, негде покормить детей. Все про это говорят. Место великолепное, но инфраструктура отсутствует. Поэтому давайте я посоветую те объекты, которые будут, ну, по зубам всем. Вот ближайшее, недалеко от города, удивительно, Аскинская ледяная пещера. Слово «пещера», конечно же, всех испугало, но вы садитесь в машину, через 2 часа добираетесь до контрольно-пропускного пункта. Заранее предварительно надо только созвониться, потому что там очень жесткий регламентационный график. Пещера ледяная, она под охраной, свой режим. Прогуляться 2 километра по красивой территории, перейти по деревянным мосточкам несколько раз горный ручей. Все обустроено. Спуститься по обустроенным деревянным настилам в освещенную пещеру. У нас, наконец-таки, в Башкирии появилась недавно освещенная пещера. Поэтому, к тому же, еще и разный цвет он играет. И там же вас встречает экскурсовод. Понимаете, да, вы не готовитесь, не ломаете голову, что прочитать про палеозой, мезозой, про известняки. Вашему ребенку расскажут доступно, что есть такое пещера, и вы довольны придете к месту, где приготовите шашлычок или еще что-то, и вернетесь в город. Плата символичная. Несколько сот рублей с человека. Поэтому вот Аскинская ледяная пещера, посмотреть в интернете, созвониться с принимающей стороной и семьей отправиться туда. Здорово. Вот это первое на заметку, если И взять. это достаточно для посещения пещеры всего 1 день, да? То есть можно туда и обратно вернуться? Формат одного дня для новичков, это же просто великолепно. Это не надо голову ломать над палаткой. Ну и семейный формат все-таки немаловажный. Да. Взять с собой детей и увидеть что-то новое и для них новое, Смотрите, и для себя. А если что-то более для активных людей, скажем так, да, кто готов бросить и оставить все ненужное, да, вещи, какие-то, скажем так, жен, и поехать отправиться куда-то? Почему эту жену оставлять дома? Ну, это, знаете ли, у каждого. Вот это программа, которую не на камеру надо будет обсудить. Да? Я могу много что интересного рассказать. Давайте сделаем так. Для активных
И вот прямо сейчас, отвечая на этот вопрос, пусть он будет тоже семейный формат. У меня в руках пригласительное. И вот тому самому активному мы сейчас передадим приглашение на очень активный вид отдыха. Это сплав вокруг Уфы. Опять-таки, далеко ехать не надо. Слово сплав, это же 3-4 дня у всех перед глазами. Пена, камни, удара, скалы, спите рядышком с клещами где-то в траве. Нет, городской формат, экскурсионный сплав. С чего можно начать активничать в туризме? И я предлагаю вот этот пригласительный билет мы отдадим тому. Давайте активно. Пусть самый активный, да. Первый Смотрите. дозвонившийся поедет с нами, поплывет, пойдет. Все, 292 59 85. Прямо сейчас звоните, если хотите отправиться в сплав вокруг Уфы и начать свою туристическую жизнь, ну или наоборот продолжить. К тому же там есть все элементы. Казалось бы, один день вокруг города, но там есть катамаран, весло, спасательный жилет, экскурсионный рассказ, баня Гречка. туристическая. Обязательно. С салатом и 2 вида супа. На костре приготовленная туристическая еда. Что, Сивуш, ты, кажется, Да, с этого надо было начинать. убираешь в карман, да? Давайте так, чтобы... Убирай в карман, Севуш, убирай в карман. Так. А вот этот мы разыграем. У него в кармане есть, а это, Всё. держите, вам тоже И приглашение. спасибо на сплав. большое, Лена, здорово. Кто с нами поедет? Кто дозвонится до нас? У нас давайте звонок. Давайте выведем его в студию. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Аида, правильно? Да. Алина, привет. Ну, Алина, во-первых, мы тебя поздравляем. Самая первая, самая активная. Ну и молодец то, что по утрам не спишь долго и смотришь БСТ Салям. Смотри, тебе достается вот такой вот пригласительный билет на путешествие. Вот, ну скажи, как ты вообще путешествуешь? Любишь Башкирию? Где-то бывать любишь? Да, я очень люблю Башкирию. Мы каждое лето стараемся побольше объезжать, узнавать нашу прекрасную нашу республику. Здорово. А где в последний раз была? В каких местах? Ну, мы в Осы вот ездили, потом в всякие пещеры, Ой, ну, в общем, сплавлялись. туристка со стажем. Вот у тебя будет и новая, так как скажем, эмоциональная точка подъема. Спасибо, Алина, ты умничка. Алина, поздравляем. Да, отправим Вот мы. видите, как полезно не спать по утрам. Оп, и нечаянно, да, как говорится, отправишься и посмотришь Уфу. Слушайте, Спасибо большое. здорово, конечно, в туристическом плане вообще всем вот отправляться куда-то, открывать что-то новое для себя, свою же республику, свои родные края. Но все же нужно еще вести себя соответствующим образом. Давайте напомним всем туристам, путешественникам о правилах этикета. Правила этикета, они очень простые. А относиться к тому месту, куда вы отправляетесь, точно так же, как к тому месту, откуда вы отправляетесь. А как к своему, понимая, что даже если вы сюда не вернетесь, то сюда, возможно, приедут ваши дети. Пусть это звучит несколько философски, но это так практично, понимая, что самое популярное место через некоторое время, если за ним даже и смотреть, но не поменять отношения людей, приезжающих, оно превратится в не самое популярное. И оно будет отталкивать. Меняется ли вот уже вот, скажем так, отношения и этикет, в принципе, от туристов у нас сейчас в Башкирии? Потому что у нас тут только, я так понимаю, в том году это очень популярно стало, да, по Башкортостану, и многие начали удивляться и радовать, да, что у нас, оказывается, в Башкирии стоят столь прекрасные места. Так поменялось ли отношение вот к природе, в принципе, вот ко всему вот этим вот, скажем так? Поменялось значительно. Культура туриста. Да, культура поменялась, потому что и турист стал другой прежде всего. Если раньше туристы это была отдельная категория, и они обладали определенной этикой. Те, кто приезжал на природу не с туристическими целями, а поесть на капоте машины, здесь же шашлык, понятно, это все и оставалось. Туристы негодовали. То сейчас главная цель это не просто послушать музыку очень громко на природе, но это полюбоваться, получить удовольствие, впечатление. И категория нового туриста, будем говорить именно так, они не то чтобы не просто убирают за собой, они по-другому относятся, они обустраивают, они меняют сознание своих детей, они понимают, что это значительный элемент воспитания, и через пребывание на природе не только элементарные навыки, там, самостоятельности, но еще отношение вообще к жизни прививают своим детям. Приятно, что семейный формат, он сейчас очень сильно процветает. Когда папа, мама, дети, ну, нередко видно, можно встретить поднимающихся на горы туристов, а у них на лямках еще с соской человек, которому только будут рассказывать, что он был на Айгере, а он уже там был. Будущий например. турист. Или на Еремене, будущий Вот так, турист. Да. друзья, Артема, да, можно слушать бесконечно, потому что настолько и тут и философия, и практика есть, и все. Да Но если и- у вас все еще остались вопросы, да, то находите в Инстаграме «Мир экскурсий», пишите Артему, он вам все проконсультирует, расскажет, что где, куда съездить. Вот такой у нас, друзья, потрясающий, я вот не стесняюсь этих слов, хороший, потрясающий организатор путешествий. Артем, спасибо вам большое.